Здравствуйте, с вами «Акцент». С наступлением осеннего сезона жизнь наполняется культурными событиями. Премьеры и фестивали, выставки и форумы. О самых громких культурных событиях осени поговорим сегодня с заместителем министра культуры и духовного развития Якутии Мариной Владимировной Силиной. Здравствуйте. Здравствуйте. Марина Владимировна, хотелось бы начать разговор с недели музыки, которая завершилась в начале октября. Вот с какими целями проводится эта неделя и каковы итоги? Конечно же, цели и задачи этого события — это, естественно, популяризация в широких массах классической музыки, сложной музыки, так называемой, да? Также повышение роли музыки, повышение роли музыканта в мировом сообществе музыкальном, воспитание подрастающего поколения и, конечно, стимулирование творческого соревнования между музыкантами. Нужно сказать, что произошло очень много событий, очень много мероприятий во время этой недели. В частности, были организованы силами, артистами хора филармонии и студентами АГИКи флешмобы, даже в предприятиях нашего города. Да, это было очень интересно, необычно. Затем были, конечно же, выставки, мастер-классы. В школы приходили довольно-таки известные, знаменитые музыканты нашего города. Они провели мастер-классы, рассказали о музыке, о классической музыке. Основное мероприятие прошло, конечно, 1 октября в музыкальном колледже имени Марка Николаевича Жиркова. Это было такое масштабное событие с участием не только признанных музыкантов, но и нового подрастающего поколения, тех, кто только начинает путь на музыкальном Олимпе. И в частности, здесь участвовали на мероприятии дети, которые победили в первом международном конкурсе «Розовая чайка», который у нас проходил в июле месяце. Конечно, во всех театрально-зрелищных учреждениях прошли свои мероприятия. В частности, в филармонии прошел концерт большой с участием Большого симфонического оркестра нашего «Симфоника Арктика» под руководством Ханны Шнайдер. Это дирижер из США, Великобритании. Была очень интересная программа, и все это открылось в фестиваль «Параллельное северное сияние». Якутия с успехом выступила на Дальневосточном театральном форуме. Слышала, что наши театральные художники собрали немало восторженных отзывов. Расскажите об этой поездке. Да, буквально тоже днями я вернулась с этого театрального форума дальневосточного. Очень интересное событие, которое было организовано при поддержке Министерства культуры и Союза театральных деятелей наших России. В этом, очень интересный форум в том, что это не только обсуждение на, как говорится, высших кругах проблем театра, проблем музыкальных проблем, театральных проблем, но это и настоящие лаборатории, и настоящие мастер-классы, которые были организованы для сценических художников, для реквизиторов, для звукорежиссеров, также для актеров, тоже для молодых актеров и для молодых режиссеров были организованы лаборатории и мастер-классы. Здесь были 3 выставки открыты, и в частности выставка «Театральный транзит». Это выставка театральных художников Дальневосточного региона. И нашу республику представляли Николай Попов, это главный художник театра Государственного академического русского театра имени Пушкина, Дарья Дмитриева, художник Саха-театра, Михаил Егоров, художник тоже Саха-театра, и Саргалана Иванова, главный художник театра оперы и балета имени Сивцева Саарону Малона. Да, выставка была очень интересная, и я не побоюсь сказать то, что наши художники, они взяли как-то центральное место в этой выставке. Получилось, акцент был именно на нашу республику. Я с честью хочу это отметить. И мы открыли выставку. Было тоже интересно тем, что я представляла не только как заместитель министра, но и исполнила на открытие, представляла образ Туярмако, и как раз мы открыли выставку в этом замечательном костюме, и все гости были очень рады и довольны. Но форум, конечно, был очень интересный, продуктивный, самое главное, и значимый для театральной общественности нашего региона. Марина Владимировна, завершился яркий, красочный цирковой фестиваль «Мамонтенок».
У нас вот в медиацентре проходила пресс-конференция, где гости со всех уголков мира отмечали, что об этом мероприятии слышали, да, не только в России, но и за рубежом. Вот каковы итоги, остались ли довольны гости, организаторы? Да, конечно, этот фестиваль был очень фееричным. Все гости, я думаю, остались очень довольны и отметили, конечно, во-первых, высокое качество проведения фестиваля, конкурса, да. Значит, участвовало около 100 человек вообще всего, это имеется в виду и с участниками, и с гостями, и с членами жюри. И в этом фестивале участвовали дети, была детская программа, вот по аналогии, как вот «Голос дети», да, вот как по аналогии с международными интересными фестивалями и состязаниями. Отмечу тех, кто был отмечен золотым мамонтенком. Это, значит, жонглер на лошади Пантелеймон Габышев, это наш участник. Номер очень интересный, потому что поскольку просто быть на лошади наездником это очень сложно, да, в это время человек еще жонглировал, поэтому номер, в общем-то, практически, ну, не единственный, но очень мало таких номеров вообще по стране и даже в мире. И также воздушный эквилибрист на штейн-тропе Олег Спигин из Москвы. Тоже номер, пожалуй, единственный в мире, как отметили. Человек балансировал на штейн-тропе, это делал номера на высоте 15 метров без страховки. То есть это очень сложный номер, и зрители могли, конечно, еще могут посетить. Вот в эти дни еще проходит программа, показывают. Так что приходите все, посмотрите, очень интересные и сложные номера. Угу. С 14 октября в Якутии стартует крупное литературное событие — фестиваль поэзии «Благодать большого снега». Чего ожидать любителям поэзии? Какие основные мероприятия пройдут в рамках фестиваля? В этом году проводится уже 5-й международный фестиваль «Благодать большого снега». Здесь, конечно же, будут и встречи с читателями, и поэтические вечера. Также здесь, на фестивалях, всегда люди ищут друг друга, обретают как бы своих издателей, поэта, да, переводчиков, вот, творческих единомышленников. И хотелось бы отметить, что открытие фестиваля состоится 15 октября, а 16 октября будет пресс-конференция, очень интересная, организована в культурном центре Северо-Восточного федерального университета. Будет интересная встреча 16 же числа с участниками, поэтический как бы вечер. Вот. И очень интересно то, что участники этого фестиваля и гости выйдут в Горный Улус, на родину наших знаменитых народных писателей, поэта Семена и Сафрона Даниловых. И там тоже будет интересная встреча с интеллигенцией, с творческими коллективами. А также мне хотелось бы отметить и сказать, и пригласить, пользуясь случаем, наших дорогих жителей республики и зрителей всех, да, на замечательное событие, которое тоже у нас предстоят. Это 10-й юбилейный международный фестиваль балетного искусства, классического балетного искусства «Стерх», который будет проходить в Государственном театре оперы и балета. Фестиваль очень интересный, один из немногих фестивалей международного уровня, который очень высоко ценится не только в России, но и за рубежом. Хотелось бы отметить, что 2 спектакля — это «Лебединое озеро» Петра Ильича Чайковского и «Спартак» Хачатуряна будут представлены в постановке Юрия Григоровича, нашего мэтра постановки. А также будут показаны еще 2 спектакля. Это «Дон Кихот» Минкуса и балет «Корсар» Адана, премьера которого состоялась буквально недавно. Хотелось бы еще отметить, что совсем скоро артисты театра «Аланхо» примут участие в Олимпиаде, так называемой театральной Олимпиаде, которая пройдет в городах Санкт-Петербурге и Москве. Спектакль «Воительница Джерабина» был выбран от жюри этого конкурса специально. И наши артисты в полном составе выйдут для участия в этом Олимпиаде. Олимпиада — это действительно Олимпиада, то есть она будет по аналогии с Олимпиадой спортивной. А этот спектакль, который они покажут, «Воительница Джерабина», это спектакль, который был в свое время, буквально недавно, выдвинут на маску театральную, на золотую маску, сразу в 5 номинациях.
Вот, поэтому спектакль легендарный. Мы приглашаем тех, кто будет в это время в Москве и в Санкт-Петербурге, посетить наши спектакли. Марина Владимировна, спасибо вам большое за интересную беседу. С вами был «Акцент». До новых встреч.